Смотрите, 25 июня 2021 года. Алушта, город-курорт. Центральный пляж. Нормально, да, народу? Вон там на этой ватрушке пух-пух-пух-пух веселятся. Ну, нормально, да? Людёк-то нормально. Тут такая территория под этой колоннадой Алушта. Переодевалки цивильные сделали. И здесь вот душик. Ё-моё. Мы пошли на пляж сегодня. Центральный. Это просто какой-то трэш. Смотрите. Тут запах даже какой-то непонятный. Это просто финиш. Да, не, ну сюда, конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Надо куда-то в профессорский уголок идти. Там народу меньше. Смотрите, вот эти вот с веслом она штука, как называется? Майсап. Накачивают что-то. Тут вам плавсредства разные. Красота. Люди черные, люди белые. Нормалек, да? Люди просто в эту все в навал. Ну, все заставлено вот этими шезлонгами опять. Все шезлонгами заставлено со всей сторон. И где тут упасть? То есть это все, видать. А, вот, ну есть, но это надо шезлонг покупать. А какой смысл здесь шезлонг покупать? Вообще не пойму. Фу, вот бананы. Бананы. Ой, а тут, по-моему, еще больше людей. Неправильно? Почему больше людей? Потому что банан вылез. Вон они там снимают их защитные спасательные жилеты и туда. Хорошо. Пошел сезон свинопос. Самое то. Он вперед уже помчался. Да. Но весь пляж он забит людьми. Забит. 25 июня. Фу. Да. Мы явно не туда пришли. Чтобы тут нормально покупаться. Тут нормально не лежак этот арендовать. Видите, все территория лежаками заставлена. Ну, можно, в принципе, вот здесь вот еще более-менее как-то поразложить. Но вот, я не знаю, тут грязно. А там к морю-то фигли, наверное, уже. Афрокосы. Трешак, да? Интересный. Блины по 180. Водичка. Мороженое 75 рублей один шарик. А фракосов что-то нету. Холодное пиво, квас, лимонад. Ой, что такое? Тут какой-то сток. А, это вода. Ноги моют вот. Там ребенок что-то копает. Вот шаг. Вообще. Ну нормально, да? Но здесь падать я, честно говоря, что-то особо и не хочу. Так, к берегу подойти. Ну тут эти какие-то. О, продают пиво, рыб. Ё-моё, нет, тут еще больше народу, по-моему. Это бесполезно. Тут же что-то делают. Не. Ой, Алуштинский центральный пляж. Это просто невозможно. Такая штуковина есть, смотрите. Газ, вода, советский лимонад. 15. Вот даже мохито. Арбуз, лимонад, мохито, кола. Работает только он? Весь вопрос, по-моему, нет. Аллея. Тут тенечек хорошо.
И вот здесь вот туристский потенциал города распечатан на этих стендах. Памятник Максиму Горького. Вот он. О, какой. Максим Горький. Писатель советский, русский. Известный во всем мире. Детская площадка. Вот вечером здесь вообще тьма людей. Вообще тьма. А смотрите, какая ездит тут штука трехместная. Мотоцикл типа. То есть можно 3 человеком ехать. Ну тут, наверное, права надо все-таки. Электромобиль. Ну, прикольная вещь, кстати. Так, и вот мы. Алуштинский парк. Схема здесь благоустройства. Все, что где находится, можно посмотреть. Мы выходим. Вот старик Хинкалыч даже есть. Огонь, море, панорама. Все шикардозно выглядит. А вот еще прокат вот такие можно мотоциклы брать. Сердечки, кафе Ника. И хинкальную. В Алуште на пляже вот цены такие вот у них интересные, короче, по 35, 45, 40 рублей хинкали. Ну и всякое разное. Лимонад вот тут грузинский продают, 230 литровка. Вот такое все у нас здесь, короче. Сейчас ждем хинкали. Едаем их. Хинкальки. Ну, вкусненько, но их надо, конечно, есть уметь. Эти штуки. Лимонад такой вкусный, грузинский, здесь выпили. Отлично так приготовлено все, конечно, ресторан, ничего не скажешь. Николаевич, старик. Не хватило, короче, нам тут лимонада. Литр выпили, сейчас вот виноградного. Сейчас фейхоа. Еще дополнительно заказали. А мне? Давай наливай. Маша у нас разливает. Спец по лимонадам. Хотели попасть вот сюда вот, в этот объект. Краеведческий музей. К сожалению, у него вот что. Ремонтные работы идут. Здесь вот все загорожено. И что-то делают там. Все. Вот на таком этапе сейчас он. Поэтому мы сейчас пройдем просто по галерее. Кстати, вот там вот царю Николаю II, вон там люди, памятник. Это вот непосредственно с набережной. Сейчас я покажу его. Вот написано историка. Краеведческий музей. Вот там вот. Здесь тоже апартаменты вот такие жилищные, шикарные. Ну, к сожалению, закрытый. Вот там народу. Видите, да, памятник Николаю II, его супруге. И вот сестру и брату. Так, а мы сейчас пройдем вот тут вот по этой уличке прикольной. Народу подбежало, да. Прилично сейчас вечер уже 4:34. Нормально. Пляж санатория Киев. Зона купальная. Зазывают на рыбалку морскую. Отель морской. Тут мы когда-то в 2015 году жили. Данееву 7 или 8. 4 звездочки. Банан. Катание. Ну, все такое классическое. Это набережная Профессорского уголка. А мы вот с той стороны жили. Различные коктейли.
Слушай, ну вот коктейли сейчас где-то рублей 200, так что считайте. Так. Ой, сколько народу-то здесь, а? Смотрите. Ой, а тут голубев-то сколько, а? Ой-ой-ой, что это они тут делают, а? Они кормятся, да? Ну, вообще нормально. Им тут самое то. Ух, летают. Да, я еще не видел голубей на крыше. Фунт Руслан. Таксы. Шаурма. 25 июня. Погода шикарная. Море тоже шикарное. 21 градус. Что, в общем-то, больше и не надо. То есть уже при большей температуре там начинает всякая фигня. В воде заводиться бактерии нехорошие. А тут различные такие сувениры, как везде. Напротив столовая по-домашнему. Булки. Что тут только нету. А здесь овощи, кофейня, рыба, мидии. Новая плиточка лежит. Шикарно ходить, конечно. Чаи, сладости различные. Винный магазин Массандра еще один. Так, а это что там за визы такие непонятные? Это детский сад купается, по-моему, да? Вот они там визжат. Все как-то одинаково одеты. В каких-то этих лагерь, чтобы видно было, это на них эти самые надели. Картинки рисуют. Тут все в магазине. А вот здесь мы кушали. Лагерь. Все в одинаковых косынках. Ё-моё. Вдвоем вместе приятного времени. Крузбургер. Вот здесь вот перекусили мы. Тоже. Ну, цены такие хорошие, как бы. Тут везде хорошие цены. В общем-то. Поэтому вот Санта-Крус с верхней площадкой есть. А это у нас жираф. Стенды, что можно интересного в Алуште увидеть. А это сквер, да, такой скверик здесь интересный. Море. Так, а нам надо вот сюда идти. Сюда надо идти. Сюда пойдем. Веранда, кафе, столовая. Буфет, столовая. Там сами себе типа шведского стола наваливаете в тарелку, потом вас взвешивают и вы кушаете. Можете вот на улице сидеть. Такой домик интересный. Тут как-то стало по-другому. Отель Рояль. 3 звезды. Отель Россия. Вот здесь грузинская кухня у нас. Хачо энд пури.
Также старик Хинкалыч. Хинкали вот эти вот. У них там фишка подают. Сувениры с Крыма. Аптека. Столовая. Феодора. Что-то там людей совсем нет, интересно. Фрукты, овощи. Сладости, опять же. Крымские. Так, а нам надо... Да, сюда вот решили. Шашлык, башлык, машлык. Тут от Феодора. Смотрите, как здесь цивильно. Цветочки высажены. Растения. Тут тоже суши-роллы, манты. Настоящие чебуреки. Ну, тут чебуреки, да, в принципе, нормально готовят. Так, и здесь вот такой вот как его сказать, апартаменты продаются, сдаются в этом доме. Апартаменты, так и написано. Гранд Палас написано. Такой вот здоровый дом. Вот он, такой у него вход монументальный. Давайте переходим. Пиво, лапой, топой. Лен. А тут тоже, видите, да, наверху такие вот номерки, и там сушат воду. Ой, господи, что я говорю, сушат белье. Выстиранные, сушат воду. Сказанул, так себе сказанул. Хитро так. Так, теперь мы глянем вот сюда вот. Людей-то сейчас вообще-то нормально, да? Но вот они все на солнышко, люди, перебежали. Смотрите, все люди на солнышко переползли. Вот так вот, идем дальше. Вот, кстати, разделенная, видите, полосой. Вроде с одной стороны люди должны идти, а с другой это транспорт. Или для людей это так сделано. Вот, уже начинаются море, комплекс целый зданий здесь для отдыха, спа. Более-менее такой вот он здесь цивильный получается. Ну вот, пляжик. Люди уже выходят, многие накупались. Море, спа, and resort. Такие вот у них здесь. Петрушка, их фирменный. Ну, люди еще есть. Вон там, он на солнышке, смотрите, людей достаточно. Такое вот здание интересной архитектуры. Вживую, конечно, все совершенно по-другому смотрится. Не так, как когда на экране смотришь. Крымская натуральная косметика вот представлена. И вот там вот видно вот эти вот водные развлечения, да? Прямо на воде они.
батуты, там горки какие-то есть. Санаторий Алушты, да, реклама идет. Туалетик не по 20 рублей. Здесь как-то так вот более-менее. Да, людей, конечно, ого. Так, вот мы походим к главному, тут, видать, заезд, это вот этот комплекс туристский. Море, Spa and Resort. По-английски, соответственно, поэтому соответствует международным уровнем стандарту качества. Вот она. Spa and Resort. Тут у них вот это хвост чей-то, да? Ну, заезд вот такой с турникетами, все соответственно. Еще там дальше здание вот тоже относится. Ну а здесь вот смотрите, батутики такие вот прямо на воде. Общественно доступный пляж написано вот здесь вот это вот. Вот смотрите, какие берут. Это на 3 человек. Мотоцикл такой рассчитан, очень удобно, электрический. А здесь уже видно бунгало такие, типа из натурального материала. У них даже лежаки какие-то особые здесь. Ну и здесь вот эта зона у них как-то интересно там оформлена в таком каком-то стиле. Непонятно даже, что за стиль, то ли африканский, то ли еще какой-то интересный. Пляж по Опенсионата море. Вот он. Тут у них все натуральное. Смотрите, дерево натуральное, все. Даже вот это, видите, да, прошло сюда, прорезалось. Заездики такие какие-то интересные входы. Здесь море, спарис, все вот это ихняя территория, вдоль нее идем. Вот эти вот электромобили вас довезут по набережной Профессорского уголка с одного конца в другой. Вот смотрите, у них даже какой ресторан такой из бревен монолитно сделан. Так, сегодня посмотрим. Температура воздуха 29, температура воды 23. Скорость ветра 3 метра в секунду. Обещали какой-то дождь, но ни черта не было, никакого дождя. Поэтому все, в общем-то, так нормально. Погода вообще супер, даже лучше, чем вот эти, постоянно бы солнце светило. А с этой стороны, смотрите, слон. Вот какой слон. Слоник. Это, конечно, их здесь не было никогда, но вот тут слон появился из дерева. Здесь вот еще какая-то скульптура интересная. Вот здесь вот видно, да? И здесь вот, смотрите, слона. Наверное, туда надо будет перейти. Вот море спорта клаба. Сейчас я покажу вот эту вот конструкцию интересную. Так, нету. Смотрите, вот этот слон. Там даже написано, что это такое. Вот он так интересно устроен. Это автомобиль ЗИЛ. И сверху на него установили вот такую вот конструкцию. В общем-то, забавно, да? Вот у него хобот. Хобот ЗИЛ. Слона ЗИЛ даже написано. Вот авторы. Слонозил это. Вот такой вот он. Гигантский. Колеса тут какие-то двойные у него. Вот, видать, он ездит периодически.
Даже хвост есть у него. Так вот он сделан. Слонозил. Интересно, у него тут замок такой висячий. Но он должен ездить. Так. Вот здесь вот эти велосипеды на прокат. Вот возле этого. Также самокаты. И вот эта вот скульптура. Смотрите. Такая вот интересная. С дырками. Дырки вот эти вот. Там паутина в одной дырке. Вот такой интересный. Давид. 1000 металл. Из частной коллекции Александра Лебедевой и Елены Перминовой. Надпись видно, наверное, да? Такая вот конструкция интересная. Дырины какие-то. И нога интересная растет у него. Из кого, как будто бы из этого. Еще. Вот еще одна скульптура тут. Тоже оригинальная. Что это такое? Из металла сделано. Это чей-то хребет, да? Какого-то существа. Это типа ноги его. Такой вареный пруд. Так, что это такое? Южный тотем. 2014 год. Опс. Ступенька. Вот у него сзади вот так вот сделано. Интересно, да? Вот эти вот композиции, да? А, у них также здесь интересно вот раздельный сбор мусора. Такое все экологически чистое. Бумага, стекло, пластик, прочие отходы, все по отдельности закидывается. Просто здесь. И вот написано пансионат 4 звезды. Система классификации гостиниц 4 звезды. То есть это, вот если в Алуште брать, это одно из самых лучших мест отдыха. Еще интересно здесь вот эти вот тоже тут эти емкости для сбора раздельного мусора с дерева. Все, кстати, сделано деревянное. Вторичная переработка. И вот эти вот еще скульптуры какие-то здесь. Кубизм называется. Кубики, кубизм. Это как в Майнкрафте, да? Что-то похоже тоже. Автор. С металла сделано. Кстати. Здесь, если дальше пройти, еще одна скульптура, но она, к сожалению, без подписи, из дерева. Натуре клиник. Ну и проходим он туда дальше. Там видим слона. Видно, да? Впереди. А здесь вот эти электромобили, они заряжаются. В том числе здесь эти стоят электросамокаты. Вот. Эти станции, какие-то кабели специальные, тросы. Ставят их на подзаряд здесь. То есть здесь как бы зарядная станция для электромобилей. Можно свой сюда электромобиль подогнать и зарядить его. Вот слон. Игрушечный слон. Константин Бенькович. Металл, сварка. Такая вот штуковина. Из металлических труб. То есть так вот сделали. А здесь Петрушка. Кафе. Такая вот. А вот там наверху видно, да? Танк. Танк. Слон. Слонотанк.
Видно, да? Там может приблизить потом на редакторе. Так, надо дорогу туда перейти. Тут так все оформлено оригинально. Вот он, гусеница у него там. Так, и все. А здесь уже тротуар кончается. Вот это вся набережная Профессорского уголка. Можно туда дальше пройти, но сейчас сразу почувствуете разницу. То есть как бы вот до сюда одна граница, да, тут прямо асфальт меняется. Да? Тут уже идет Калипсо. Прямо с морем рядом. Ну вот, у них площадки нету, поэтому транспорт у них припаркованный стоит весь вот тут рядом. Чтобы хорошо жить, надо хорошо есть. Калипсо. Митсубиси. Так, и смотрите, как дорога вот эта. Калипсо кончается, и сразу дороги нету. Убитая дорога в таких выщербленных. В таких вот выщербленных. Камни. Тихо прыгают. Сейчас что-то никого нету. Здесь какие-то такие вот оригинальные. Что это? Лежак, качалка под навесом. Девушка вон там на этом доске плавает. Ну, уже сколько сейчас? 6:30, народу уже нет практически. Здесь на пляже солнца нет и народу нет. Все чисто. Как бы тут вообще вон людей нет. Пирс, пристань вот это вот. Там рыбаки. Что же ты хочешь сказать? Ой, какая-то кися подбежала прямо. Голодная, что ли ты вся? Голодная? Вот голодные кошки тут ходят. Что-то хочет. Трется. Глазки хочет. Санаторий Киев. Такая ладья. Вот тут у них комплекс зданий комплекс. Вот смотрите, там интересно, там статуи такие. Видно, да? Какая-то женщина, мужчина, казак, вот это казачка или как-то, украинка, украинец, типа того. Вот такой забор здесь, короче, темный. Мы идем дальше на остановку троллейбуса по этой улице. Так, выходим. Тут вот конечные троллейбусы номер 2, который едет в Профессорский уголок. Сейчас вечером 7 часов. Вот сюда вот надо переходить.